главный корпус оружейного завода, ансамбль зданий промышленной архитектуры, построенный в первой половине 19 столетия. Сооружена многоярусная 50-метровая башня. Главный вход оформлен рядом колонн. Крыша завершается высоким шпилем, венчающим круглую башню. Я думаю, что он не более депрессивный, чем все остальные, и не менее позитивный, чем другие города Ижевск. Он и для одного человека он всегда может быть по-разному. Вообще стоит сказать, что это вообще живой организм. Город — это живой организм, у него есть душа, дух, с которым можно общаться, нужно общаться. Просто, во-первых, некоторые не верят в это или не замечают, или делают вид, что этого нет. Но, по сути, он всегда в настроении в разном бывает. Я с ним разговариваю, да. Тут тоже деревянные дома стояли, вот как раз и была Вшивая горка. Вот такое вот название, топоним. Причем это древнейшее место поселения. Ну так получается, что почти 2000 лет здесь живут люди вот на одном месте. Ну, наверное, с перерывами, да, и это люди были совершенно разного там национального состава, религиозного, но тем не менее. Самый древний археологический памятник вот тут по соседству находится, Ижевский могильник. Сейчас мы до него сходим, но прежде дойдем до скульптуры, которая вот прям тут поблизости. В общем, эта горка — средоточие легенд, историй, концентрация памятников. Вот как выясняется, да, здесь очень много всего. Почему Вшивая? Тут вот несколько версий есть. Первая — Вшивая. Почему? Потому что нищие бедняки жили здесь, ну, типа вшивые люди. Называлась. Вторая версия, значит, это Шумилов приводит, да, наш краевед известный, Швивая, то есть она называлась Швивая горка, и здесь жили швеи а-ля портные. И третья, Вшивая горка, есть версия, что она маленькая просто была. Вшивая, причем не только в Ижевске есть гора с названием Вшивая, то есть Вшивая горка есть, например, в Глазове есть горка Вшивая. В Москве когда-то была Вшивая горка своя. Чехословацкие Татры. Ну, во-первых, они определяют облик города там по нескольким причинам. То есть это вот эти желто-красные вот эти трамваи, это фирменный стиль во многом Ижевска. Ну, не только Ижевска, на самом деле, тех городов, где они ходят до сих пор. Первые чехословацкие трамваи, в котором как раз сейчас мы едем, Татра 3 серии, которые до сих пор, кстати, ходят в самой Праге. Первые запустили именно в Ижевске, в Советском Союзе. То есть наш город стал таким, в какой-то мере, тестовым, пробным в их запуске. Кстати, вот из металлолома скульптура «Прощай оружие». Это с фестиваля Ферум Фест. Скульптуры у нас такие в основном на набережной стоят. Одна из них вот тут вот. Ее пригнали сюда. Вот такой мужик, который держит оружие, горы на себе, символизирует мир. А здесь за деревьями прячется вот такой мужичок с гуслями. То ли это удмурт с крежьями, да, с традиционными удмуртскими гуслями, то ли это славянин с русскими гуслями. Ну, в общем, скульптура — это вот одна из тех, которая появилась в ходе симпозиума «Ижевская коллекция» 1992 года. То есть уже почти 30 лет назад вот этих скульптурные композиции, их изваяли здесь, 13 художников принимало участие. И с этими скульптурами связана такая история. В общем, проходил фестиваль летом,
И за весь период все 13 художников переболели простудой, гриппом и так далее. В общем, они воспринимали это тогда как, ну, как какое-то, не знаю, наваждение, болезнь, да, что с ними что-то случилось. И вот 14-й должен был быть скульптор, ну, не явился просто, а этот камень, он долго еще стоял около Дворца пионеров. Вот эта заготовка каменная во дворе музея, не музея, то есть Дворца пионеров, она там стояла, совсем недавно она исчезла. Вот, это вот одна из скульптур. К сожалению, сейчас некоторые утрачены, то ли их убрали в сторону, да, может быть, скоро вернут при реконструкции сквера. Ну, пойдем сходим, вот тут вот еще одна есть во дворе. Вот совсем недавно, буквально в этом месяце, исчезла скульптура, когда начали реконструкцию сквера. Сейчас, насколько в теме, да, здесь идет, ну, короче, тут осваивают территорию и делают такую, ну, милитари тему в духе там десантура. Вот такой милитаристский военный облик напротив Дворца пионеров, его все-таки делают здесь. Вот, зато тут были когда-то фонтаны, шикарный пример уличного оформления, монументальной архитектуры. Счастливые билетики. Сейчас нету, и сами билетики эти пластиковые. То есть вот эта бумага, она, короче, не сортируется. Если на макулатуру ты захочешь сдать билетик, автобусные, трамвайные билеты, то есть с ними со всеми. А раньше, как это сказать, бумажный билет, это было съедобное. То есть можно было съесть этот билет, и поэтому, когда счастливые находили одинаковые числа, старались съесть сразу же. Ну или там после проезда. Я сам несколько их съел. Во мне покоятся счастливые билеты. А вообще стоит начать с того, что у нас уже с 1935 года ходит трамвай. То есть это больше 80 или 86 лет будет в этом году отмечать. То есть самый удобный вид общественного транспорта. Я всегда рекламирую его гостям и туристам, говорю, чтобы обязательно проехали на Ижевске на трамвае. Например, если в зоопарк собираются гости съездить, то обязательно надо ехать на однерке. И вот эта вот тема, что типа однерка, да, такая есть легенда, будто бы только Ижевская, на самом деле не совсем, я не соглашусь. Я сам из Можги, и нас с детства тоже говорили, правда, не трамвай, а автобус, первый тоже однерка называли. И сколько у меня знакомых из окрестностей, да, там, из других соседних городов тоже используют это слово. Так что, мне кажется, это такая легенда, которая за уши притянута. В 1810 году в Ижевске произошел огромный пожар, великий пожар, который уничтожил практически все поселение тогдашнее, Нагорную часть Ижевского завода. На тот период каменных зданий практически не было. Были единицы каменных зданий, одно из них было вот этот дом. Получается, все сгорело, вот большая часть поселения сгорела, это люди погибли, дома сгорели, хозяйство у людей, да. Соответственно, фактически пришлось заново отстраивать Ижевск, поэтому у нас практически нет зданий до 1810 года. Вот это один из тех домов, ровесник этого пожара. Вот. И хозяином его был Захарий Летушевич, он так и называется, дом Летушевича. Летушевич был священником, протоиереем пророка Илинской церкви, а впоследствии Александра Невского собора Ижевского завода, кстати, инициатором строительства которого он и был. Надо проверить, а вдруг работает. Давай проверим. Сейчас проверим. Во, открыть Safari. queerme.org. О, нифига, тут даже бесплатный Wi-Fi есть. О, нифига, на порно-сайт bestfreecams.club выводит. Do you want to see more free live cams? Enter. chaturbate.com. Все, дальше не идет, не грузит. Первые трамваи были из деревянного кузова.
Конечно, это все было не очень комфортно, не отапливалось. Такая история, что поскольку у нас крутые спуски такие местами, горы, холмы есть в Ижевске, особенно знаменитая Красная Горка, где Михайловский собор у нас стоит, и вот там, где пешеходный мост переходной над центральной площадью, была одна из самых крутых гор и спусков. Тормозной мощности трамвая не хватало на то, чтобы плавно остановиться. Поэтому трамвай со стремительной скоростью летел вниз. Летел в том смысле, что иногда он слетал с рельс. Случались довольно часто аварии. Ну, сейчас, во-первых, и трамваи более устойчивые, и тормоза мощнее. Но годов до 50-х, даже до 60-х такие аварии случались довольно часто. Были жертвы, да, была там жертва, когда погибло, не помню сейчас какое количество человек, но около 10 человек погибло. И были случаи, когда пассажиры выходили из вагона, вставали и поднимали трамвай и ехали дальше. А вот это как раз и есть та самая скульптура Атура Чандрагупта, ланкийского художника, с того же самого фестиваля, симпозиума, да, так он официально обозначался. Ижевская коллекция, напомню, название было. Почему я считаю, что это хороший пример уличной скульптуры? Они очень гармонично вписались в пространство у Дворца пионеров. И среди фонтанов, да, вот они так удачно вписываются. Вот, я даже подойду. Давно я не подходил к ней, так вот близко захотелось вот прикоснуться к ней. Следы так. Вот ее тут даже немного покрасили, да, нарисовали ей губки, глаза. Да, вот это я, кстати, соврал. Они очень просто похожи с Чандрагуптом. Это, короче, Цибульника. Я перепутал автора, но это нормально, это бывает. Это Виталия Цибульника, это тоже все вручную из камня. То есть специальным зубилом, стамеской и другими инструментами вручную это делали, да. Ну, машина резко использовалась. Вот здесь, вот, да, вот видно что-то где-то более ровное, где-то менее ровное. Но это все делалось из цельного камня такого и высекалось, вот что называется, вручную. Ну, женские образы, они всегда вдохновляют художников. Это много веков, тысячелетий, да, и начиная с палеолитических Венер, которым там много тысяч лет, заканчивая современными образами. Во-первых, он ценен тем, что это самый старый дом в Ижевске, да, сохранившийся особняк. Во-вторых, он интересен своей архитектурой. Это классический дом, да. Вот асимметрия, она появилась благодаря пристрою. Уже в советское время там банк размещался в то время, и как раз казна банковская, она находилась вот в той части. По идее, еще интересен он как раз присутствием здесь людей, которые были здесь, да, связаны с этим домом, в том числе и с самим Захарием Летушевичем. И потом мы весь 19 век берем, это дом номер 30, казенный дом так называемый. Это гостиная, можно так обозначить. Сюда прибывали люди по службе на оружейный завод и останавливались здесь, ну, как бы проживали. То есть вот эти комнаты, они были жилые. И второй этаж, и первый, все это было населено людьми, типа общежития. И аптека какое-то время, аптечный склад был здесь, и много чего другого. Да. 20 век — это банк, это дом пионеров, дом комсомола, штаб антибольшевистского восстания, если мы гражданскую войну берем. Впоследствии это музей. И для старшего поколения, живущего ныне сейчас в Ижевске, это больше здание известное как музей. Дом связан именно с историческими людьми, в первую очередь он и этим ценен. Так вот, сам Летушевич прожил здесь около 9 лет. Кроме того, что здесь жил он, собственно, вот этот вот довольно известный, талантливый человек. Он, кстати, был и поэт, и в какой-то мере и ученый, и просветитель. У него была первая библиотека в Ижевске, в Ижевском заводе, и он организатор так называемого библиософического общества, то есть общества по изучению Библии. К нему приезжали в гости многие выдающиеся люди сюда, в
Ну, по предположению, да, некоторых краеведов, здесь восстанавливался Илья Петрович Чайковский. И вполне вероятно, юный Петя Чайковский тоже мог приезжать сюда. То есть семья вполне могла быть здесь, в этом доме. Сам архитектор Дудин, Андрей Федорович Дерябин, основатель оружейного завода, и многие именитые люди, в том числе образованные люди своего времени, собирались здесь. Вот она, да, эта скульптура нашлась, наконец-то нашлась, ее аккуратно положили, и она тут баночку пива выпила, эта скульптура, причем вон она вообще зеленого цвета была, как мы видим, то есть тут отлетает краска сверху белая, а под ней он уже скрывается цвет камня. У меня возникло первое мнение, то, что скульптура прилегла отдохнуть. Просто она устала настолько, видимо, долго, да, вот постамент, кстати, да, от нее мы видим. Но впечатление такое складывается, что это показательно, какое отношение у нас вообще к памятникам. То есть его не воспринимают как памятник, судя по всему, и скульптура просто превращается в какой-то, ну, наравне с мусором. Вот тут же, да, сломанная плитка, которая, ну, явно вот отходы производства, да, какие-то металлические штуки, ветки поломанные лежат, банки валяются. Ну, банки, это понятно, люди бухают, да, здесь приходят, место такое. И скульптура точно так же наравне со всем этим валяется. Непонимание ценности вот этого наследия, да, художества. Часть людей, кстати, тут и среди общественности нет единого мнения. Они воспринимают эти скульптуры, ну, как какой-то художественный мусор. То есть они говорят, никакой ценности в этом нет, это непонятные абстрактные образы. А для того времени это была очень серьезная такая скульптура. Кому-то гораздо яснее, ближе, понятнее, вот классические скульптуры, да. Ничего против личности дяди Васи я не имею, вот этого Маргелова, да, создателя «Десанта». Ну, может быть, в этом тоже есть определенный интерес. Мне вот здесь как экскурсоводу, просто как жителю города интересно наблюдать конфликт, какой возникает, да, между вот этим вот совершенно не вписывающимся сюда, на мой взгляд, парком, там, военный, да, здесь так называемый парк Патриот, все это назвали в последнее время, и вот этим вот модернизмом, да, потому что Дворец пионеров, он же тоже в стиле модернизм. Он очень авангардный, на самом деле, с точки зрения архитектуры. Это одно из самых крутых зданий. Вообще очень удивительно, как голова держится, то есть вот этот правильный шар, да, он держится вот на этой скульптуре, он не укатился, потому что это продолжение того камня, изваяния. Здесь сам вот этот момент очень потрясающий в этом смысле. Здесь на Советской в 50-е годы формировался ансамбль застройки исторической. Главным ядром его стала Национальная библиотека и напротив нее памятник Владимиру Ильичу Ленину. Вокруг по периметру в сквере. Кстати, вот эта территория, по сути, первый парк Ижевска. Еще в 19 веке, ну там это с историей Летушевича связано, здесь оборудовали первый парк, назывался он Аптекарский огород, и общественный сад тоже когда-то здесь был. Так вот, это наследие того парка, правда, отдаленное, косвенное, но тем не менее здесь стояла ограда 50-х годов, ровесница библиотеки, и вот в моих руках все, что от нее осталось. Здесь проходили бои в 1918 году, и в память об этом событии здесь установлен крест. Установил его Федор Тарасов, местный краевед, активист, художник, иконописец. И в 18-м, и в 19-м были бои. На самом деле, тут просто на памятнике 18-й год написано. На самом деле, гражданская война же у нас тут несколько этапов шла. Ижевск 4 раза переходил из рук в руки. В общем-то, вокруг Ижевска несколько таких холмов, как своего рода
смотровые площадки дозорные. И во время гражданской войны их активно использовали как раз как наблюдательные пункты. Причем как ижевцы, которые защищались, оборонялись от красных, так и Красная армия. А несколько месяцев назад, то есть тут приехали бульдозеры, ломали просто все. Я сам был свидетелем и очевидцем этого события. Мы пытались для музея хотя бы какой-то фрагмент снести, но нас, мягко говоря, не допустили к этому. И, в общем, произошло вот такое вот вандальное отношение со стороны руководства города, да, потому что они сами признали факт этого, о том, что памятник, хотя статуса она не носила, но находилась на охраняемой территории, рядом памятник федерального значения, дом Летушевича, они просто снесли, причем в очень грубой форме отнеслись к этой ограде, сдали на металлолом ее и задним числом, то есть уже постфактум, объявили, что будут здесь делать новую, якобы восстанавливать. Во-первых, понятно, что это не та подлинная ограда, обладающая благородной ветхостью. Как называемое есть понятие благородная ветхость. И даже советское наследие, по большому счету, это уже наша история. Думают, что вот дореволюционное, там, 19 век, да, и из-за этого как бы только это представляет ценность. На самом же деле советский период – это тоже наша история. И когда прикрываются двойными стандартами, вспоминая, например, о победе, о дедах, типа, которые принесли нам победу, это одно. Когда мы говорим об архитектуре гражданской, общественной, культурной значимости, это тоже наследие, это мы с вами, и, мы сами себя уничтожаем в этом. Есть некое даже противостояние, когда власть, представители некоторые, я, может быть, не про всех, да, имею в виду, но они реально борются там с историческим наследием, уничтожают просто от своей некомпетентности, неграмотности, от каких-то корыстных мотивов. А люди, они пытаются что-то делать, вносить, да, и вот такие вот акторы, инициаторы, которые вносят что-то свое, они ставят вот такие вот памятники, которые, видим, в городе восстанавливают, создают. Яркий пример с тем же Федором Тарасовым, просто хочется привести. Он оборудовал экологическую тропу Люлинская жемчужина вот в этой деревне. Это, кстати, сейчас одна из топовых достопримечательностей последних лет стала в Ижевске. И не так далеко от города, фактически в самом городе, есть водопад, родники, каньон, пусть небольшой, но тем не менее, прекрасный кемпинг. И все это сделал практически один человек с участием волонтеров. Так вот, когда чиновники узнали про это место, они приехали, стали разбираться, как это так, ты без нашего разрешения, без нашего ведома, какого хрена ты начал тут что-то делать. И, в общем, наехали на него. Они думали, что он рубит тут денег, бабла. Ну, конечно, он это делал все не из каких-то корыстных побуждений, а от чистого сердца для себя и для людей. Но, в общем, начались какие-то проблемы, там терки у него. Потом вроде как благополучно отстали, когда выяснили, что денег это больших не приносит. Как вот, я просто не знаю совсем, как выразить, потому что, это то, что мы фактически, это самоубийство. Я сравниваю это с этим, это суицид, который люди допускают по отношению к себе, к своему же наследию, потом удивляются, и кто-то говорит, что это американцы или немцы нас уничтожают, а кто на самом деле этим занимается? Это мы сами себя уничтожаем. То есть противостояние идет власти и общества. И в этом читается, да, и как раз историческое наследие – это тот, как это называется, лакмусовая бумажка, та вот, да, тот пример, на котором видно, как это все происходит. Деревянные дома равносильны сносу этой ограды. То, что сжигают их и происходит здесь. Разрушенные памятники. Это из одной серии. Когда это место, оно хоть и самое старое, самое богатое историей для Ижевска, но оно неизвестно вообще большинству жителей города. Оно остается таким вот изолированным в центре, в историческом центре. Когда этот дом здесь строили, вот на 5-й улице Ижевского завода, бывшая церковная. Здесь это была окраина. Трудно представить, это сейчас центр города, самый центр. Тогда это была вообще окраина города, и вот пожар случился на первых 2-3 улицах, практически дошел до сюда. Ну, точного места мы сказать не можем, где он остановился, пожар. Но вокруг тогда еще рос как раз Захарий Иосифович, посадил, судя по всему, уже после пожара, правда, первый общественный сад и огород, аптекарский огород. Он собирал разные травы со всей Вятской губернии.
Вот это куда входил Ижевский завод. И вот здесь, например, росла конопля. До недавнего времени здесь вокруг произрастала конопля Захария Иосифовича Летушевича. Уникальный сорт, медицинское растение. То есть она вполне использовалась в медицине, 19 век, это еще все натуральные травы. Я снимал квартиру у одного заслуженного человека, доктора наук, трижды причем доктора наук. У него был пес, которого звали Антей, и мы с этим псом гуляли. Я ходил с ним по улице, собственно, начались такие прогулки по городу, причем в такие места, где и люди особо не ходят, и как бы не популярные, вообще не туристические совсем, да, мы гуляли по всему городу. На окраины города ходили пешком, там из центра до автозавода, у нас такие вылазки дальние были, походы. И, в общем, водили этого пса, и потом в один момент у меня ребята, друзья предложили: проведи нам экскурсию, ты же историк, говорят, расскажи нам о городе. И как-то с этого началось. Почему, собственно, название Антей, да, это в честь собаки. С одной стороны, тут двоякое значение есть. Тот пес, с которым мы ходили, то есть благодаря ему я стал ходить непосредственно, гулять более подробно, детально узнавать Ижевск. Второе значение Антей. Антей — это древнегреческий персонаж, Титан, с которым Геракл, он боролся с ним. В общем, они боролись, а у Антея какая слабость была? Когда его отрывали от земли, от матери Геи, он терял свои силы. И, соответственно, мы такие же вот люди, как этот Антей. Если нас отрывают от нашей истории, от нашей земли, и мы не знаем, откуда мы, кто что под нашими ногами, а история под ногами — это в буквальном смысле, то мы становимся такими же слабыми, как этот Титан, которого отрывают от земли. Просто понимание ценности истории, оно не сформировалось. Зачастую люди, вот это одна из причин, почему так происходит, да, зачастую люди, в том числе сами жители города, там, республики, они считают, что история, она где-то там, в Петербурге, в Москве творилась. Это же и с изучением курса истории связано вообще в целом. И в общественном сознании, да, существует представление, что история — это что-то большое. Это войны, которые происходят там, это какие-то политические, социальные катаклизмы, которые в столицах, революции и так далее. А по факту эта история, она вот здесь, вот рядом с нами, она вокруг нас. И наши деды, прадеды, которые проживали вот здесь, на этой территории, на этой земле, они тоже носители этой истории. Это обычные люди, маленькие люди, так называемые, которые соприкасались напрямую вот с этим вот наследием, которое под их ногами. И мы часть той же самой истории. То есть это вообще об осознавании себя в мире. То есть мы вроде как тело, да, у нас есть там душа, дух, может быть, даже есть, но мы не имеем смысла в своем существовании без нашей истории. Нас отрывают от всего этого. Соответственно, люди становятся слабыми, беспомощными, и тем, кому выгодно манипулировать обществом, те лишают исторического наследия или управляют этой самой историей.